на самом деле это отличное место для того, чтобы прийти после тяжелого трудового дня, снять усталость и просто отдохнуть. Даже парни могут сюда прийти на спортивный массаж или фитобочку. Точка баланса стала ближе. Теперь один из самых лучших спа-салонов находится по адресу Карла Маркса, 4. Что может быть лучше побаловать себя и свое тело роскошным уходом и спа-процедурами. Ты так хотела попасть на концерт Вероники Джоевой, тебе удалось? Да, Артем, мне удалось. Ты знаешь, голос одной из самых востребованных певиц в мире наконец-то услышали и во Владикавказе. На самом деле у Вероники очень напряженный график, и ей едва удалось найти время для того, чтобы приехать сюда, на родину. Это грандиозное событие не могло пройти мимо нас, а отчет о концерте прямо сейчас. В рамках Года культуры в Северной Осетии на сцене Осетинского театра концерт мировой оперной дивы Вероники Джоевой. Меломаны республики не упустили возможность насладиться программой «Вива ля опера». Впервые выступление солистки Большого театра аккомпанировал симфонический оркестр Республиканской филармонии. С первым взмахом дирижерской палочки, как только полились звуки музыки, стало ясно – вечер пройдет на славу. Если в 20 веке у нас была Мария Каллас, то я не побоюсь таких слов, что на сегодняшний день у нас есть мирового масштаба легенда, живая легенда, классическая оперная музыка – это наша Вероника Джоева. Ну, что сказать, я получаю большое эстетическое удовольствие, и я считаю, что публика, действительно, которая ценит высокую культуру. Голос одной из самых востребованных певиц не только в России, но и далеко за ее пределами услышали в родном для артистки Владикавказе. В своем плотном графике ей едва удалось найти время для концерта в Северной Осетии. Это грандиозное событие стало возможным благодаря медиагруппе «Ярче» и Министерству культуры республики. Рекламная кампания началась за 2 недели до концерта. И это вызвало сразу большой резонанс в обществе. Мне очень приятно, что в нашей республике находится большое количество ценителей искусства музыкального, в частности оперного. Я благодарен Министерству культуры за то, что они нам предоставили возможность организовать этот концерт. Творческий вечер был полон неожиданностей. По поручению главы республики оперной диве присвоили звание народной артистки Северной Осетии. Ее поздравил председатель правительства Сергей Такоев. Вероника Джоевой присваивается звание народной артист Республики Северная Осетия. Яркая, искрящаяся Вероника – лауреат многочисленных зарубежных и российских конкурсов. Ее голос – сокровищница лучших сопрано современности. Выступления расписаны уже на несколько лет вперед. Концерт потрясающий. О ней я могу сказать, что у нее, как человек знающий, что у него потрясающий тембр голоса. Этот тембр можно узнать из тысячи и более тысяч. Большой, красивый голос. Мне очень сильно понравилось. Голос очень-очень такой красивый, прям слушала и слушала бы. И сама певица очень красивая, все очень-очень-очень классно. Впечатление прям огромное на меня произвело. Я бы пришла еще раз. Весь вечер аплодисменты в зале не утихали. Еще один концерт Вероника Джоева даст в Беслане. Все собранные средства будут переданы детям, пострадавшим в теракте. Ценители прекрасного уже с нетерпением ждут ее следующего приезда. Признавайся, ты, наверное, любишь, смотришь юмористические передачи типа Comedy Club. Ты не получишь мое признание. Хотя ладно, смотрю, конечно. Есть такой грешок. Тогда тебе будет интересно. В концертном зале Согуд 23 сентября пройдет спектакль «Комедия. Подыскиваю жену недорого». Как раз с участием артистов из Comedy Club. В кино по-прежнему фантастический боевик «Бегущий в лабиринте». Ну и новинка «Человек ноября» с Пирсом Броснаном и Ольгой Куриленко в главной роли. Скорость пули свыше 500 футов в секунду. В 4 раза быстрее скорости звука.
И сила этой философии абсолютно. Ты просто должен это помнить. Раз уж я стану тебя тренировать, ты должен запомнить одну вещь. Любви не место в нашей жизни. Ты готов? Я готов. Давай, сейчас! Человек ноября. Артем, мне кажется, люди должны быть добрее, объединяться и помогать друг другу в беде. Ведь чужого горя не бывает. Именно под таким названием пройдет благотворительный концерт в Сугу 24 сентября. В IQ-кафе проходит клуб стратегического развития под руководством Алана Бигулова. Это неформальное добровольное объединение деятельных граждан, которые пытаются изменить жизнь нашей республики в лучшую сторону. Я считаю это отлично, и они решают эти проблемы, предлагают свои проекты. В общем, это здорово, Тома. Нам обязательно нужно поучаствовать, если, конечно, нас пустят туда. А 22 сентября в Национальном гостеатре оперы и балета пройдет гала-концерт в память Арно Бабаджаняна. В арт-клубе Infinity такие мероприятия. В пятницу выступление группы Wild Honey, в субботу концерт группы Lost Mosquitoes, а в воскресенье один из лучших фильмов Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Стендап-вечеринка в Редбери баре 23 сентября в 20:00. Вход свободный, количество мест ограничено. Мы решили узнать у жителей Владикавказа, какие мероприятия они посещают, где любят отдыхать. И смотрят ли видеоафишу. Осетия ТВ, видеоафиша. Буквально пару вопросов. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия вы любите посещать в свободное от работы и учебы время? Где бываете? Театры, фильмы, кино? Ну, в кинотеатры ходим. Да, любим кино. А так, в принципе, мы не тусовочные люди, поэтому дискотеки, клубы — это не для нас. Видеоафишу смотрите? Конечно. Каждый выпуск. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия любите посещать? Где любите отдыхать? Кино, театры? Театр, Кино, театр. Музеи? Бываем. Дискотеки? Реже. А где вы были в последний раз? В Кинотеатре. Дружбе, Тереке. На каком фильме? Последний фильм был, но не понравился. Одержимость какая-то. Да, очень не понравился. Да. Мы и в Дегорске ходим, и в Остинске, и в Русский, везде бываем, да. И в библиотеке какие-то мероприятия бывают, в книжном магазине бывают. Ну, часто бываем, да. Семейные люди, ходим только на работу и дома. Какие мероприятия посещаете? Клубы, театры, кино, музыкальные? Никакие. Никакие, у меня дома все есть. Хожу только в Русский театр, больше здесь никаких мероприятий не посещаю, извините, я тороплюсь. Я хожу во Дворец пионеров, в детский музыкальный театр «Премьера». Мне ужасно там нравится, я люблю выступать, люблю всякие разные концерты, люблю ходить в театры. Какие мероприятия ты любишь посещать? Где отдыхаешь? Как проводишь свободное от работы и учебы время? В театры. Караоке. Караоке? А в каком клубе? Лес. Скажите, пожалуйста. Какие мероприятия вы посещаете? Где любите отдыхать? Куда ходите? Вы знаете, в последнее время все меньше посещаю мероприятий. Не знаю, я, может быть, социопатом становлюсь. Раньше часто бывало, а в последнее время все как-то пытаюсь избегать шумных компаний, не знаю. А вообще, ну, ничем особенным я не отличаюсь. Наверное, там же, где и все. Какие-то, не знаю, кафе, вечерние там, веселительные. Клубы, дискотеки? Да, что-то в этом духе. Это Русский театр имени Вахтангова, где я работаю заместителем директора по организации зрителя.
Помимо этого хожу в Остинский театр. Очень люблю концертную деятельность и творческую деятельность Остинского театра. Люблю театр Шаби, где худруком является бывший наш актер Влад Кулиев. К нам ходит молодежь. И, пользуясь случаем, молодежи говорю, приходите к нам в Русский театр. Начало театрального сезона 4 октября. Марк Розовский, «Похороните меня за плинтусом». Спасибо.